Сегодняшнее заседание началось с того, что прокурор сразу, дал ходатайство о том, чтобы продлить срок содержания. В связи с тем, что они не успевают, а уже к 7 мая заканчивается срок их содержания. Но судья удалился в совещательную комнату после того, как опросил всех, как они на это смотрят. Вот. И вернувшись, если прокурор просил всего месяц, то судья нам продлил до 7 июля. Дело 26 февраля не имеет под собой абсолютно никаких оснований. Реальные инициаторы тех событий, которые были 26 февраля, я имею в виду не митинг, а вот того побоища, да, которое там якобы было устроено, а на самом деле просто толканиной такой, спровоцированной действиями отдельных политиков, в том числе и нынешнего главы Республики Крым, так называемой, вот, они остаются сегодня не то чтобы безнаказанными, а абсолютно лишены внимания правоохранителей и судов. Это на сегодняшний момент самый длительный процесс. Ребят маринуют в судебных процессах уже очень долгое время. И, честно говоря, я не понимаю, для чего это делается, потому что уже как бы определились те кукловоды, которые сегодня руководят судьями, прокуратурой, следствием и так далее, что с ними все-таки делать. Думаю, что, наверное, все-таки идет завершение, потому что я не хочу обманываться, но, по крайней мере, вот год идет пока так, что новых дел почти нет, кроме Розакова. Ну и как бы несколько процессов ведут к завершению. Может быть, это как бы в ряду тех тоже процессов. Сегодня это, скажем, такой островок, эти судебные процессы, когда крымские татары собираются, чтобы показать, что они поддерживают тех, против кого выдвинуты эти обвинения, и показать несломленный дух крымско-татарского народа. Вот эти массовые репрессии подтолкнули крымских татар к тому, что возможно в рамках их законодательства никому не запрещено собираться возле здания суда для того, чтобы услышать воочию, да, о том процессе, который идет по отношению к крымским татарам, о том беспределе, который творят люди, облаченные в судебные мантии. И власти до сих пор не могут остановить или принять какую-то точку поставить, чтобы вынести приговор. И вот сегодня мы опять стали свидетелями, что прокурор якобы не подготовился для вынесения, для зачитки обвинительного заключения.